Туберкулез уже много веков по праву считается одной из главных причин высокой смертности в мире. К счастью, современная медицина шагнула далеко вперед, и палочка Коха уже давно не является синонимом смертного приговора. Нелегкое в легких можно победить. Каждый день это доказывает и Сергею Сабеленко. 2 месяца назад он почувствовал боль в области груди. Обследование показало, инфекция начала поражать легкое. Я чувствую, что лучше становится. Так как все препараты есть, поэтому здоровье лучше. Врачам хочу сказать спасибо. Как и Сергей, носителями этой инфекции являются почти треть населения планеты. Примерно каждую секунду возникают новые случаи. Несмотря на обязательную в нашей стране вакцинацию, болезнь продолжает поражать. И, как рассказывают медики, последствия от нее могут быть весьма опасными. Люди слепнут, не могут есть. У них отказывают ноги. Каждый думает, что у нас бронхит или аллергическая какая-то реакция. Если за месяц не проходит этот кашель, то уже нужно бить тревогу, уже обязательно нужно обращаться к специалистам, будь то к терапевтам по месту жительства. Если они что-то выявят, они обязательно направят к нам. И здесь мы уже разберемся дальше, что это туберкулез, или бронхит, или пневмония. Но все равно главное вовремя. Как считают медики, распространение туберкулеза напрямую связано с процессами глобализации и миграции, за которыми медицина, особенно в развивающихся странах, не успевает. Впрочем, социальные аспекты здесь отходят на второй план. От инфекции не застрахованы и те, у кого нет вредных привычек. Если организм ослаблен, к примеру, стрессами, заразиться возможно и в общественном транспорте. Конечно, если сейчас мы говорим о коронавирусе, о такой опасной инфекции, он не такой контагиозный, конечно. Но все равно эпидемиологическое, в эпидплане он опасен. Он развивается, конечно, не так быстро, он развивается медленно. Если, в общем-то, проводить профилактические осмотры, его можно выявить на ранней стадии. И очень благоприятно он в плане лечения тогда протекает. Такие пациенты у нас легко лечатся, они могут даже амбулаторно лечиться без стационарной госпитализации. Туберкулезом можно заразиться даже при разговоре. При этом, по данным ВОЗ, своим лечением занимается только каждый 5-й. Остальные о том, что болеют, просто не знают. Поэтому так важно развивать более точные методы диагностики, способные распознать инфекцию на ранних стадиях. В республиканском тубдиспансере первичный осмотр проходит около 20 пациентов в день. Положительный результат обнаруживается у четверти обследованных. Вот образец 646, положительный, резко. Вот. Анализ завершен, обнаружено. Точный диагноз будет известен только через полчаса. Если тест-проба даст положительный результат, пациента необходимо будет госпитализировать. В центре для этого есть целое отделение терапии со стационаром на 100 коек. Отделение состоит из 2 этажей. Первый этаж – это минусовые, то есть, грубо говоря, закрытая форма туберкулеза. Второй этаж – открытая форма туберкулеза. Больные проходят у нас этап лечения, интенсивную фазу так называемую. Это там свои сроки от 2 месяцев до полугода. Затем выписываются на амбулаторное лечение и уже продолжают там. Как уверяют медики, общий уровень туберкулеза в республике снизился как в целом и по России. Если сравнивать, процент заболевших в 2019-м ингушей составил 48 тысяч человек. Это на 6 тысяч меньше, чем в позапрошлом году. Добиться таких показателей удалось благодаря профилактическим и разъяснительным мероприятиям среди населения. Лечение, диагностика и профилактика туберкулезом, она проводится по единым стандартам, по клиническим рекомендациям, которые утверждены на федеральном уровне. Если говорить об условиях оказания помощи, то данное учреждение имеет все противотуберкулезные препараты, которые имеются на сегодняшний день. Согласно порядка оказания медицинской помощи, то все противотуберкулезные препараты обеспечены ими у нас на 100%. Под наблюдением региональных врачей Центра фтизиопульмонологии сегодня находится свыше 600 человек. Кабинет компьютерной диагностики, отделение торакальной хирургии и даже своя реанимация. Здесь есть все необходимое, чтобы поставить человека на ноги. С помощью одной операции здесь удается полностью удалить очаг заболевания в легких, и через полчаса тяжело больной может самостоятельно дышать и даже покинуть лечебное учреждение в тот же день. За все время существования на базе этого отделения было проведено больше 400 операций. И пока ни единого случая осложнений. Мы сократили резервуар. Резервуар – это больной источник
туберкулезной инфекции, которая имеет полости деструкции. К сожалению, не всех больных можно вылечить только лекарствами. Поэтому таким больным в плановом порядке предлагалось оперативное лечение, они соглашались. Естественно, источник был удален, и пациент, абацилированный, здоровый, возвращался в общество. Соответственно, они уже не заражают пациентов. Потому что туберкулез, как известно, передается только воздушно-капельным путем в 95% случаев. Улучшение показателя смертности от туберкулеза входит в число государственных приоритетов. За последние 8 лет число умерших от инфекции уменьшилось в 3 раза. Все это результат совершенствования методов диагностики и лечения, создания современных вакцин и тестов на основе биотехнологий. По всей стране, включая нашу республику, наблюдается повышение качества системы диспансерного обследования и профилактики туберкулеза. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24.